Забег единства Верхневилюйске провели в местности Тюгартей. Праздничные мероприятия начались с парада, в котором участвовали общественные организации и воспитанники летних лагерей. Красиво внесли флаг России. Большая территория очень удобна для всех дистанций. Самый большой круг равен 2,5 километра, значит 4 круга для тех, кто поставил цель на 10 километров. Среди участников есть мамочки с колясками, бабушки с палками для скандинавской ходьбы. Забег объединил все категории возрастов. Приехала на каникулы сюда. Я люблю бегать. Как раз сюда приехала на забег. Учусь я в 21-й школе в городе Якутск. Меня записали дедушка с бабушкой на 500 метров. Там уже проводили 500 метров для детей и 1000 метров для детей. Ну, сегодня погода нормальная. Вот люди, спортсмены, все вдохновлены, и вот они бегают. Все нормально идет. Самому маленькому участнику забега всего 5 лет. Спортсмен достойно пробежал свою дистанцию и получил медаль и подарки. Сегодняшний забег, как он прошел? Я считаю, что хорошо, но он для нас только начался, потому что у нас еще отец участвует на 10 тысячах километров, поэтому будем еще за него болеть. А сыну всего 5 лет, хотя было заявлено, что от 7 лет, но мы решили все-таки дать удачу, потому что он занимается с папой, с удовольствием бегает с ним. Готовился сын с папой, он с ним ходит в манеж, зимой ходит. Сейчас уже на улице бегают. Ну, в неделю 2-3 раза он стабильно ходит, а папа у нас почти каждый день занимается бегом. Ходит в садик Калыкчан, старшую группу закончил. В следующем году будет подготовка. Комплект хороший, очень яркий, и думаем, что вот как оставить, как память, да, о первом забеге. Наверное, сыну тоже будет потом приятно вспоминать, когда вырастет. И он прибежал, хоть и маленький, но не последний. Да, я считаю, что, наверное, самый маленький. В 5 лет, наверное, еще... Ну, по-моему, нет таких очень маленьких детей. Все, наверное, от 7 лет. Для нас результат не был важен. Самое главное было финишировать, но рада то, что все равно не последний. Забег единства по республике идет организованно. Люди очень настроены на позитивный настрой. Так что мероприятие идет полным ходом. Все хотят улучшить свое здоровье. Отрадно, что все хотят заниматься спортом. Будьте здоровы, с праздником вас! Да, в этом году у нас началась массовая тренировка по легкой атлетике. В эту зиму я тренировал там много людей, которые сейчас бегают на призовые места, некоторые бегают. Мне это очень приятно. И с радостью уже занимаются уже перед стартом, они занимались уже в течение месяца. Вот даже находясь в этой территории, где маршрут. И это очень здорово, когда люди занимаются спортом и за собой следят. Здоровый образ жизни. Вот так.
нас по Верхнеуральскому району всего пробежало 350 участников. Также я сам лично тоже принял участие на 10 километров. Ну, у нас вот сегодняшний забег показал о том, что жители села Верхнеуральск к такому забегу очень рады. Также хотели поблагодарить спонсоров, всех спонсоров по местам, по первым местам, вторым, третьим местам. Наши спонсоры дали призы, организовали призы. Также благодарим управление спортом и управление департамента культуры. Этот забег показывает объединение населения, вот такие большие забеги. И думаем о том, что такие забеги надо делать ежегодно. Благодаря такому мероприятию вот, жители нашего села активно занимаются спортом. Также у нас по инициативе администрации каждый вторник также проводим День здоровья. Вот этот забег нам показал о том, что мы готовы к такому мероприятию, большому мероприятию. Эта территория у нас ежегодно проводится национальный праздник ГСХ местности Гахтай. И вот показал о том, что люди, жители готовы к спорту, к активному, здоровому образу жизни. Сегодня участвовал в забеге День единства. Ну, организация хорошая. У меня дистанция 10 километров была. Вот, организация хорошая, участников много радует. И в целом бы в дальнейшем такие мероприятия проводились бы для популяризации здорового образа жизни. Трасса, ну, тяжело было по асфальту бегать. Я не привык, да, в общем. И, ну, частично грунтовка и асфальт, поэтому смешанные, можно сказать. Насчет экипировки, какие кроссовки у вас и вообще сколько вы готовились? Ну, по тренировке мне помог замначальника отряда ОГПС номер 34 Усолданский Иванов Анатолий. Огромное спасибо. Это, ну, в общем, поначалу сам готовился, травму получал, потом он меня курировал, список сделал. И вообще хорошее, можно сказать, отлично. За бесплатно еще. Вот. За спасибо, да, можно сказать. Кроссовки у меня BMI. Ну, по экипировке у меня самый этот минимальный, наверное. Самый такой бюджетный, базовый. Ничего такого нету. Возрастная категория вообще разная. От 5 лет до 70, по-моему, даже больше. Вот так вот. И это очень радует. Внуки, деды, получается, бегают вместе. Один из сильнейших марафонцев Якутии Николай Бускаров тоже участвовал в забеге на 10 километров. Несмотря на свой возраст, он финишировал самым первым. Ну, этот торжественный праздничный забег удался, очень хорошо провели, организация высокая, трасса очень хорошая, бегучая. Даже надо развивать дальше эту традицию. Ну, участников много, но я, конечно, как победитель рад, но в то же время, что молодых нету, это как-то не очень радует. Почему-то сильно молодые не хотят бегать. А так нормально, все, соревнования хорошие. День России хорошо провели. Спасибо организаторам. Регистрацию прошли 350 человек. Это очень хороший показатель по республике. Самое большое количество людей выбрали 2,5 километра. Всем финишировавшим сразу же вручали их медали и также сладкие подарки. Спонсоры забега подготовили призы, занявшим первые 3 места во всех дистанциях.